Добрый вечер. У нас сегодня в гостях Мурат Сюинбаев, профессор Национального университета КНУ. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Мы отметили недавно 32-летие независимости. За 30 лет большие успехи делают некоторые страны. Взять хотя бы Южную Корею, да, в 60-е годы. Они говорят, у них ситуация была хуже, чем у нас в Кыргызстане в 90-х годах. Хуже, но они сейчас одни из лидеров, по крайней мере, азиатского региона. В то же время мы сейчас историю свою изучаем, многие изучают и говорят об отдельной кыргызской цивилизации. Топчебек Тургуналиев написал целую книгу в 2016 году. Профессор из Новосибирска сейчас пишет книгу о цивилизации сибирских кыргызов. Как была у кыргызов цивилизация, есть она сейчас, и как они между собой соотносятся, вы как аналитик? Ну, я, во-первых, хочу поблагодарить вас, что пригласили меня на эту передачу, хотя это не является как бы основной областью моих исследований, но тем не менее, я так думаю, я как гражданин Кыргызской республики, которому не безразлична судьба государства, страны и этноса, я думаю, мы с вами оба имеем право порассуждать на эту тему. Если говорить о тех цивилизациях и нынешней ситуации, действительно возникает некий такой, как любят говорить там в последние лет 20, когнитивный диссонанс. Но думаю, этот когнитивный диссонанс уйдет в сторону, если мы вспомним про учение гипотезы Гумилева, которая говорила о пассионарных циклах, которые имеют там продолжительность где-то до 1100 лет. Тогда получается, что кыргызский каганат, который был в 8-9 веке, то это означает, что это были кыргызы, но, скажем так, кыргызы, скажем, как это говорится, как обычно, формата 2.0. До этого там, где во втором веке до нашей эры же там это были кыргызы там 1.0, да. Ну а мы с вами 3.0. То есть вот кыргызы генерации 2.0 построили свою цивилизацию, потом этнос в соответствии с циклами этногенеза, тот 2.0 пришел в упадок, каганат рассеялся, народ тоже рассеялся, государственность исчезла и так далее. А мы сейчас кыргызы 2.0, то есть здесь нету линейного развития, есть, если по Гумилеву, то циклическое развитие. Это все равно, что говорить. Вот мы с вами сидим сейчас, время после обеда. Ну, как же так? 12 часов назад же было время ночное. Как так? Почему? Вчера была ночь, мы с вами сидели, а сейчас после обеда. Ну, потому что это циклы, день, ночь и так далее. У этносов тоже есть такие циклы. Но у Гумилева не обязательно каждый этнос какую-то цикличность имеет. Просто вот время от времени происходят толчки пассионарные. Нет, да, толчки время от времени, но толчок как раз является началом одного цикла, который где-то 1100 лет. Ну а потом он может не повториться. Он может не повториться просто потому, что этнос исчезает вообще. Да. Поэтому вот к нам, как бы к нам с вами и нашим современникам предъявлять претензии, почему мы не создали, пример, ну как бы каганат, это все равно, что современным грекам, почему они не завоевывают Трою там и так далее, как это делали их предки и греки генерации 1.0. Или почему там, скажем, предъявить современным итальянцам, почему вы не создаете Римскую империю и так далее. Примерно такого же типа. Времена другие. Циклы мы являемся разными генерациями одного этноса. Но этносы некоторые даже вот, особенно советская школа, историки, они как-то вот этнос это такое что-то второстепенное, третьестепенное, а нации возникают только где-нибудь в 16
17-18 веках, да, в связи с промышленной эволюцией. Давайте так, не надо распространять европоцентричный взгляд на весь остальной мир. Вот как у меня есть внук, и там, когда кто-то говорят, вот ему 2 года, он уже должен начать говорить. У меня дочка строго отвечала, ребенок никому ничего не должен. Также и этносы. Просто в 16-17 веке в Европе началась промышленная революция, индустриализация. Но это в Европе только. Причем здесь создание этноса, при том, что до этого народ в Европе был оседлый, занимались сельским хозяйством, основная масса населения. И поэтому единый этнос не образовывался, и в разных частях, скажем, той же самой Франции, там в каких-то трудах считал, что нормандцы не понимали язык гасконцев и так далее, и так далее. Когда началась промышленная революция, то это способствовало внутренней миграции, потому что там завод создали, потребовалось рабочие руки, туда масса людей двинулась. Потом завод закрылся, там в другом месте создали. Приводило к тому, что все эти гасконцы и нормандцы, условно говоря, перемешались друг с другом, и позаимствовали какие-то там слова, и в конечном итоге создался литературный французский язык, который был на 95% понятен 95% французов. Вот так создалась нация. А в других местах, ну скажем, вот такой процесс не завершился еще, например, в Китае, как ни странно. Потому что они как бы в такую индустриальную стадию вошли не в 16 веке, а в 20 веке. Поэтому до сих пор сейчас еще не все граждане Китая понимают этот литературный диалект потунхуа. Сильно отличается. Да? Северный. Настолько сильно, что, как там специалисты, я читал, говорят, что диалекты китайского языка отличаются друг от друга больше, чем русский и украинский языки. Настолько сильно отличается, что когда идет съезд Компартии Китая, или раньше, вот, лет 15-20, сейчас, наверное, уже ситуация улучшилась, или там Всекитайское собрание народных представителей, делегат выступает, многие остальные депутаты сидели и следили за содержанием доклада по распечатанному тексту. Почему? Потому что многие не понимали диалекта того, который говорят. И иероглифы те же самые. Иероглифы те же самые. Я вам приведу пример. Мой хороший знакомый, он россиянин, сейчас здесь живет. Он привел пример. Я не знал, что существует такой диалект, он тоже не знал. Вот, кажется, ну, как бы мы знаем такие, как бы, диалектики русского языка, акающий, окающий, якающий или там агакающий, как Горбачев. Оказывается, есть еще один диалект, который вообще непонятен самим русским. Он, говорит, поехал как-то на север в командировку типа Архангельск, что ли, там, в гостинице переночевал, утром вышел на пристань, погулять, посмотреть. Выскочила какая-то тетка заполошенная с грузами и стала его спрашивать: пароход ушел? Он не понимает. Он говорит: пароход ушел? Он не понимает. Оказывается, он ее спрашивал: пароход ушел? То есть буквы те же самые, а ударение только на первом слоге. А тогда как в других диалектах ударение бывает раз. Вот, пожалуйста, вот вам диалект. То есть не все русские понимают литературный русский язык и не говорят на нем. Им все равно, в принципе. Да. Они живут у себя там. В Англии то же самое. Из Лондона приедешь в Манчестер, там совсем по-другому говорят. Или там в Ливерпуле. А когда уже, если они становятся более-менее известными людьми, то они обязаны очень хорошо на литературном английском разговаривать, писать. А если ты живешь у себя отдельно в каком-то отдельном районе, это не обязательно. Ну и у нас это считается очень таким некультурным, да, не говорить на общепринятом языке. Хотя поползновение есть, что там алфавит
многие хотят поменять и так далее. Но получается, мы сейчас живем Кыргызы 3.0, да? Да. 3.0. Когда началась эта новая цивилизация? Я не историк, и надо социологическое просто, мне трудно сказать. Но проблема, мне кажется, усугубляется тем, что когда кыргызы, ну скажем так, в 30-х годах где-то мы стали входить в эту фазу 3.0. А может быть раньше, когда российское завоевание, то есть не- больше такой уклон в сторону Европы пошел? Я думаю, все-таки, я бы сказал, 30-е годы, потому что тогда большая часть кыргызов жила в селах, а российская цивилизация присутствовала, ну, главным образом в Бишкеке, скажем, и, может быть, в городе Аша. И не было, во-первых, Российская империя, в отличие от большевиков, не проводила кампанию массовой ликвидации безграмотности. То есть цивилизационные основы, они передаются с образованием. Вот, и поэтому, а вот после 30-го года, когда ликвидация безграмотности, массовое внедрение современного земледелия, я имею в виду российского стандарта, да, и советского, вернее, там, включая механизацию, комбайны и так далее, то, естественно, кыргызы в этих условиях не могли ждать, пока они созреют до того, чтобы самим изобрести комбайн, паровоз и так далее. Поэтому проще было перейти на цивилизационные стандарты Советского Союза общего. А если мы вспомним, что российская и советская цивилизация это является в значительной мере в сфере науки и технологий репликой европейских цивилизаций, например, образование принято главным образом из французской системы образования. Скажем, военное и морское дело это немцы и голландцы. Петр I у кого учился? У голландцев учился. То получается так, что вот наша эта современная кыргызская цивилизация, она является как бы третья вода на киселе. И вот когда ребенок получает все готовое, да, уже сделано, у него не будет способность что-либо создавать самому. Вот так же мы и наша цивилизация получила много. Я не хочу сказать, что это плохо, но это объективная реальность. То есть, как сказать, есть же как-то естественный отбор. Зачем нам было совершенствовать свои какие-то, изобретать что-то и так далее? Я думаю, вкладка не столько собственно кыргызской цивилизации, а в целом кочевников, вклад в цивилизацию Европы колоссален и многими не понимается. Это вот то, что кочевники изобрели стремена. Из-за этого, вот скажем, обувь с каблуками это кочевой стандарт, брюки, штаны, потому что это одежда верхового человека. Древние греки и древние римляне брюк не носили. Македонский без стремян ездил на лошади. Да, поэтому, когда в фильмах показывают, что там древние греки какие-то или древние скачут на лошадях, это вранье. Не, они скакали, но без седел, без стремян. Особенно не раскачивались, они просто его использовали как автомобиль. То есть это бронепехота для передвижения. Ну, в бой они не ходили на них, потому что для боевых целей они использовали колесницы. Там стремен не нужно. А стремена – это революция в транспорте и в военном деле. Почему? Потому что нанести эффективный удар мечом или саблей можно только пристав на стременах. Вот поэтому не стоит переживать, что мы не внесли мало какой вклад в цивилизацию и так далее. Просто в современных условиях новый технологический уклад, который как бы не очень способствует тому, чтобы мы могли внести вклад. Но это не значит, что нет других каких-то возможностей. Например, в мире осталось всего 4-5 этносов, которые еще сохранили технологию обработки и создания войлока.
На самом деле это, я бы сказал, достаточно эксклюзивная вещь. И я думаю, у изделия из войлока большое будущее, потому что это экологическое, handmade, что это очень важно. И потом просто это, скажем так, потребительские свойства. Теплоизоляционно очень хороший. Да, потребительские свойства очень хорошие. Ну вот, если мы тогда к цивилизации 2.0 перейдем. Вот на прошлой неделе в историческом музее была выставка доспехов пешего и конного воинов кыргызов IX века. Это как раз кыргызский каганат. Вот эти ламеллярные доспехи из пластин. И эти сами пластины размером примерно 6,5 сантиметров длиной. Стандарт, и причем это массово производилось, почти массово. Эти доспехи одевались не только на человека, но и на лошадь тоже. И бронированная лошадь, бронированная кавалерия, это было, как сейчас танки, наверное. Почему Крас проиграл битву-то в первом веке, да, до нашей эры? Еще раз напомню, у Краса не могло быть кавалерии. Да, да. У него могли быть только колесницы. И основной этот вид войск у римлян это была пехота. Это была тогда одна из самых лучших пехот в мире. И, кстати, у них тоже были ламеллярные доспехи, но при этом длина пластины у них была намного больше. Если посмотреть фильмы, у них наплечники, там где-то длина этих элементов, этих пластин, где-то, я думаю, больше 15 сантиметров. И я не думаю, что стандарты вот этих вот доспехов каким-то чудесным образом передались от кыргызов в Европу. Они скорее бы могли бы эти стандарты передаться от римлян. И кроме того, вообще в древнем мире, насколько я знаю, металлические доспехи составляли от силы 5-10% от других. Другие виды доспеха это кожаные. Даже взять и у этих древнеримских войск, у них все-таки в большинстве своем были кожаные панцири, кожаные наплечники, паножа и так далее. Ну и в-третьих, особенно меня удивило этот металлические доспехи на лошадях. Дело не в том, что могли или не могли сделать такие доспехи. Вопрос не в этом. Вопрос заключался в том, были ли тогда лошади, которые боевые, которые могли бы унести на себе всадника с доспехами еще на своих доспехах. Потому что не случайно были при министерствах обороны, при военных ведомствах в XIX и даже в XX веке создавались конезаводы, где они как раз были предназначены для того, чтобы создать именно лошадей, пригодных для военного дела. Не случайно кавалерия делилась на легкую и тяжелую. Тяжелые это драгуны и кирасиры, легкая это уланы и эти гусары. На уланов и гусаров шли лошади, которые, скажем так, меньшего веса и меньшей выносливости, а такие, которые могли на себе нести кирасира, вооруженного всего лишь кирасой, то есть, грубо говоря, бронированная безрукавка, даже без доспехов на лошади, но еще кирасира должна была быть палаш там и, скажем, огнестрельное оружие. Тем не менее, это немного по сравнению с доспехами полностью надетыми и на воина, и на лошадь. Тем не менее, для этого требовались отдельные более выносливые лошади. Ну, получается, вот римская армия, они почти голые, да, были там кожаные доспехи в некоторых местах, там металлические на руках, а вот против бронированных лошадей
конницы бронированные, они не смогли устоять. Не смогли, и это вот совсем другая культура, другая цивилизация азиатская, вот это, где были изобретены вот эти живые танки. Вот эти живые танки, насколько я знаю, вот в исторических хрониках я читал, они впервые появились в Малой Азии, то есть современной территории современной Турции. Ну, естественно, до прихода туда турков, они, вот эта вот бронированная конница и вместе с длинными пиками назывались катафрактарии. Ага. И вот тогда они, это как раз заявила о себе массовая вот эта пехота, конница бронированная, и они как, мне запомнилось, они опрокинули и растоптали пехоту противника. То есть, если такая тяжелая лошадь наступит, я думаю, там никаких сабель и пик не надо. И вот в то время, в IX веке, может, раньше, позже, очень хорошо было поставлено в Кыргызском каганате производство оружия. И причем даже вот эти китайские торговцы использовали и специальные заказы делали, потому что очень ценилось вот это оружие, железо. И есть некоторые сведения, что это железо не просто выплавлялось, оно было бы обычным железом, а вот использовались, ну, находили, наверное, метеориты, и вот метеоритное железо, оно было особого такого. Я понял. Я бы в первую очередь обратил внимание на сам факт того, что кыргызы на Алтае добывали и выплавляли, как сказать, руду и выплавляли сталь. Надо уже говорить не о железе, а стали. Такие. Углеродистую, да? Да. Не только углеродистую, сталь, это когда уже добавки легирующие и так далее. Это означает, что в каком веке это? 8-9 век, да? 840 год и до 924. Это означает, что в 8-9 веке кыргызы 2.0, они находились на индустриальной стадии. А мы с вами, для того времени. Да, а мы с вами, дорогой, находимся сейчас на доиндустриальной стадии, заметьте. Но мы находимся, то есть у нас другая идет, волна. Даже чисто вот по этому критерию, мы находимся на более низкой цивилизационной стадии. И купленные где-то автомобили за счет того, что мы продали свое золото, это не наше достижение. Или там, скажем, самолеты, которые мы купили за счет того, что продали баранов или еще что-нибудь. На самом деле наша структура нашей экономики, она доиндустриальная. Но это и не должно нас сильно расстраивать, хотя бы потому, что казахи тоже находятся на доиндустриальной стадии, потому что основное их производство и экспорт – это сырье, руды металлов, нефть. Также это доиндустриальная экономика. Мы чуть-чуть едва не вошли в индустриальную стадию, вторичную, во времена Советского Союза, когда сюда во время Великой Отечественной войны была эвакуирована промышленность. Но, к сожалению, вы все знаете грустную историю, как в начале 90-х годов все эти заводы остановились и в конечном итоге были распроданы. Так что мы своими руками вышли из возможности войти в индустриальную фазу повторно. Вот 32 года уже независимости. Лет 10-15 назад очень как-то вот такая серия появилась статей и в Америке, и в Москве, в МИМО, да, что failed state, неудавшаяся страна, да, и это оскорбительно так в некотором смысле было, и некоторые даже ставили крест, что это все уже, но выкарабкались мы. Так, ну, что можно сказать? Вообще, в общем смысле, не говорю конкретно, как говорится, шашпагла. Когда-то крест ставили на Китае, буквально лет 50 назад. Я, кстати, помню, лет 50 назад я начал читать еженедельник за рубежом. У меня поразил тогда, и у меня в памяти осталось. Это был где-то, наверное, год 72-73. Я прочитал такой, ну, вы знаете, еженедельник за рубежом, но многие сейчас не знают. Это был обзор зарубежной прессы, это дайджест был, выпускаемый в Советском Союзе. И вот там было такое сообщение: о,
Китай впервые вышел на мировой рынок. Знаете, с чем он вышел? Получается, 73 год, это 50 лет назад, да? Ну, такое немножко ерничание было. Они вышли на мировой рынок с деревянными прищепками, которые выстрагивали вручную. Я думаю, вот это их... Бельевые прищепки. Да, да, да. И я думаю, этот смех уже давно застрял в горле тех авторов, которые писали эти свои юрнические заметки на этот счет. То есть у них не было такого, ну, возможно, только выстругивали заготовки на каких-то там строгальных станках или еще чем-то, а потом все остальное там, вот эти вот вырезы и так далее, это делалось вручную. И собиралось там с пружинкой и так далее. Ну что, этот спрос был, кстати, я помню, деревянные прищепки долго были намного лучше, чем пластмассовые, потому что пластмассовые из-за перепадов температуры часто растрескивались и ломались. Так что торопиться не надо, как говорил товарищ Сахар. Ну и вот азиатские тигры, там Тайвань, вообще в электронике, да, в этих в чипах, он обгоняет даже многие западные страны или там Южную Корею посмотреть. Не все потеряно. Да. Где, в какой области просто могли бы... цивилизационные процессы, они, скажем так, это циклические процессы, которые очень долго, с длинным лагом времени. То есть, конечно, мы, как говорится, мы с вами уже не доживем до того, как произойдут какие-то серьезные изменения. Еще раз говорю, это не значит, что они произойдут обязательно автоматически. Ну, в принципе, шансы есть. Вот два произведения сейчас приходят на ум. Вот эта книга «Топ человека» Труналиева 16 года, да? Кочевая цивилизация, древняя кочевая цивилизация кыргызов. Или вот в XII веке, на рубеже XII-XIII века, Газневи написал поэму, да? «Искандернаме». И там вымышленная часть есть в конце про Александра Македонского, и там воспевается кыргызское государство, которое на Енисее, не где-то вот в этих регионах. И оно воспевается вот в назидании тогдашним персидским, наверное, шахам, или как они там назывались, что вот как надо строить государство, вот какое должно быть государство. А может быть, это назидание нам, кыргызам 3:0? Ну, вряд ли он об этом думал. Ну, получается, что вот как у Тургуналиева на эпосе «Манас» все это построено, что и у него там последняя часть вот этой главы про кыргызскую цивилизацию говорится о том, что культура того времени, того кыргызского государства была такая, что они смогли создать такой эпос «Манас». Без высокой цивилизации такие литературные памятники трудно было создать. А у Низами Ганджеви, да, он пишет это прям как свершившийся факт, что вот есть государство, что там искать, чего-то, вот они, настоящее справедливое государство, вот надо брать пример и по примеру кыргызов строить государство. Ну, вообще, если уж говорить в целом, не только о кочевниках, но и о жителей, скажем, нашего региона, который, ну, как бы такое историческое название его Туркестан, хотя это, конечно, не совсем точно, то мы можем сказать, что одна из первых книг мировой литературы, посвященная госуправлению, была написана Джусупом Баласагунским. То есть это по госуправлению. А если говорить о технологиях, я уже говорил, это стремена, военные технологии, это всегда как бы самые топовые технологии вообще в целом, которые есть. Так вот, до 16 века кочевые цивилизации и кыргызы, они как раз доминировали в военных технологиях. Не случайно же вот
потрясающие военные успехи Чингисхана, Амира Тимура. Вот вы говорили о таких эксклюзивных военных технологиях, которые применялись при создании холодного оружия из метеоритного железа. Я не думаю, что это какие-то обыденные технологии. Я так думаю, что если бы все везде могли бы делать оружие из метеоритного железа, наверное, и делали бы. Но, наверное, просто было проще привезти метеоритное железо кыргызам и заказать себе эксклюзивное оружие. Ну, конечно, это не массовое оружие, но достаточно. Вообще, все это военное технологическое превосходство кочевников, оно исчезло в XVI веке, и началось крушение кочевых цивилизаций. Из-за чего? Потому что, ну, наверное, как это часто бывает, кыргызы и кочевники, они уверились в своем превосходстве и думали, что это навсегда. Ну вот так же, как сейчас происходит. Запад думал, что уверился в своем превосходстве над остальным миром. Оказалось, что это не так. Вот события последних считанных месяцев показывают там создание этого БРИКСа и расширенного понятия, то есть так называемый глобальный юг и так далее. Так вот, в XVI веке это произошло из-за того, что хотя порох изобрели в Европе, почему-то, в Китае, да, почему-то в Китае ограничились только фейерверками, а о создании огнестрельного оружия почему-то не подумали. Так вот, в Европе стали производить массово огнестрельное оружие. И, кстати, вот название пистолет производит от названия итальянского города, по-моему, Пистоия. Вот. Так вот, они создали там огнестрельное оружие с так называемым колесцовым замком. И получалось так, что стоимость одного пистолета была примерно как 20 килограммов серебра. То есть купить, раз кочевники не создали такое оружие, то купить его уже им стало не по карману. Это примерно так же, как вот если наши вооруженные силы захотят приобрести минимальное тактическое соединение современного истребителя. Но это один современный истребитель будет стоить бомбардировать, скажем, если европейский, российский там подешевле, скажем, современные европейские истребители-бомбардировщики стоят около 100 миллионов евро. Ну пусть российские будут стоить 40 миллионов евро. Одна эскадрилья — это 18 самолетов. 18 на 40 умножаем, получается 720 миллионов евро. Может, то есть вот мы сейчас находимся в той же ситуации, что кочевники 16 века. То есть они не могли купить эти пистолеты с колесовым замком, то есть это без фитиля. То есть там крутишь там колесико, оно высекает искры и происходит выстрел. А мы не можем купить эскадрилью современных истребителей бомбардировщиков. Да. А кроме этого надо же еще обучить летчиков, создать военный аэродром, радиолокаторы, метеослужба, ну и там авиационное топливо, авиационные масла, там много чего. То есть это удовольствие иметь минимальное тактическое соединение в авиации обойдется примерно $1 миллиард. А у нас внешний долг сколько там? 5 с чем-то. 5 с чем-то. Ну, вот. Но у нас время подходит к концу. Будем надеяться, что цивилизация 3.0, можем так сказать, она в начале своего пути. В начале своего пути. На этой оптимистической ноте, как говорится. Да, мы завершим наше интервью. Спасибо большое. У нас в гостях был профессор Мурат Сюинбаев, профессор Национального университета. Спасибо большое. До свидания.